У каждого дома на Сухумской набережной своя история и свой колорит. К примеру, с рестораном «Нарта» соседствует прекрасный особняк, который был построен в 1912 году купцом Цыриповым по проекту архитектора Анисимова. Совсем недавно здесь функционировала гостиница и ресторан «Белый парус», но в последние дни вокруг дома очень шумно. Буквально несколько дней назад на прохожей части была установлена металлическая конструкция. Ситуация встревожила и возмутила многих жителей столицы, которые регулярно сталкиваются с нарушением градостроительных норм. Сейчас конструкция демонтирована и восстанавливается испорченная тротуарная плитка. В этом доме в 1970 году жил известный абхазский поэт Таиф Аджба. Во время Отечественной войны народа Абхазии Таиф Аджба пропал без вести. В память о поэте в 2011 году на здании была установлена мемориальная доска. Тогда эта памятная доска была установлена против воли собственника дома. За это время хозяин особняка сменился. Начались реставрационные работы по фасаду и внутренние перепланировки здания. Данный объект является памятником историко-культурного наследия Республики Абхазия, входит в государственный список и относится к числу наиболее значимых памятников градостроительства и архитектуры города Сухума. В соответствии с этим, любые работы, которые проводятся на территории этого объекта, должны согласовываться с госорганами по охране историко-культурного наследия. Должен быть утвержденный проект ремонта реставрационных работ. Со слов специалистов, разрешение на строительство забора – компетенция городских властей столицы, нежели Министерства культуры. На данный момент разрешительных документов от Департамента охраны истории и культурного наследия ими получено не было. Соответственно, все работы, которые проводились на протяжении этих нескольких дней, они являются несанкционированными. Мы добиваемся того, чтобы работы немедленно в течение ближайшего часа были приостановлены. Первичной инстанцией по утверждению проектной документации является Министерство культуры и охраны истории и культурного наследия. Нами получено такого документа не было, поэтому мы рассматриваем данные мероприятия как незаконные и требуем того, чтобы немедленно все работы были остановлены. Встретиться и поговорить с хозяином здания нам не удалось. Но за то время, пока мы проводили съемку, специалисты Министерства культуры и историко-культурного наследия приостановили все внутренние работы. Рабочие покинули помещение, и здание было закрыто до полного выяснения обстоятельств. Если в случае с рестораном «Белый парус» разрушение исторического объекта приостановлено, то в Цыбельде сохранить памятник археологии, а именно церковь, не удалось. Вчера от органов местного самоуправления и непосредственно от главы администрации села Цыбельда поступила информация о том, что на территории военного полигона проводятся работы тяжелой техникой и разрушен предварительно храм. По приезду на место мы обнаружили, что уничтожена церковь, состоящая в государственном списке объектов истории культурного наследия. Церковь Мрамба была на уровне стен, руинированная церковь с церковной оградой. Относится к числу культовых объектов Республики Абхазия и является ценным объектом, в том числе и религиозным объектом. Объект археологического значения ранее не исследовался. Степень повреждения пока выяснить сложно. Разбираемся с этой ситуацией, обращаемся в соответствующие инстанции. Нужно сказать, что обломки церкви и церковной ограды разбросаны на территории около 500 квадратных метров. Поэтому никаких следов на месте самого нахождения церкви нет. Буквально снят горизонт тяжелой техникой, на котором стояла сама церковь. Мы, конечно, владеем информацией
о непосредственных исполнителях данного правонарушения обратились соответствующие инстанции, органы прокуратуры, которые разберутся в этой ситуации и накажут виновных лиц. Работы на могильнике сейчас не ведутся. Судьба памятника будет решаться на археологической комиссии. Рената Шакая, Сейтайба, Абхазское телевидение.